На телеканале «Ингушетия. Новости 24». Здравствуйте. Сегодня День Победы. Главный военно-исторический праздник страны. С момента разгрома немецко-фашистских войск советскими солдатами исполнилось 75 лет. Сегодня праздник героического подвига, мужества, гордости и славы. День, который объединяет всю страну. Победа в Великой Отечественной далась высокой ценой. Она общая для всех и своя для каждого. Ровно в 10 часов утра, отдавая дань памяти и уважения всем участникам Великой Отечественной войны, президент России возложил букет красных роз к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. После выступил с обращением к гражданам страны. Уважаемые граждане России, уважаемые ветераны, дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно. Все вместе. Духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему священным. Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи. Часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки. Сегодня мы остро чувствуем все величие их судеб. Вспоминаем тех, кого уже нет с нами. С любовью вглядываемся в их лица на фотографиях разных лет. Желаем долгих лет жизни нашим ветеранам. Преклоняемся перед великим поколением победителей. Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и села, добились грандиозных свершений. Мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа. Людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа. Дорогие друзья, здесь, у Кремлевской стены, священное для всех нас место. День и ночь горит вечный огонь в память погибшим в Великую Отечественную войну. Здесь лежит неизвестный солдат. Мы приходим сюда поклониться ему и всем защитникам Родины. Героям, кто навеки остался в братских, безызвестных могилах под Москвой и Смоленском, Сталинградом и Курском, под Севастополем и Минском, Киевом и Ригой, под Берлином и Веной, на Пулковских высотах, на берегах Невы, Днепра, Дуная, Вислы и Одера. Миллионы павших не увидели, не дождались победы. Победы, о которой так мечтали, верили, что одолеют врага и вернутся в свой родной дом. И они бились за это, бились до последнего вздоха. Отдали своей жизни, чтобы жили мы, наши дети и внуки, те, кто еще не родился, кому предстоит прийти в этот мир, который отстоял, сберег советский солдат. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Владимир Путин почтил память героев Великой Отечественной войны, павших на полях сражений, минутой молчания. Дорогие друзья, 75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно
отметим юбилейную дату. Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и совершил победу. Будет наш главный парад на Красной площади и народный марш бессмертного полка. Марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной, живой связи между поколениями. Наши ветераны сражались за жизнь против смерти. И мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость. Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе. С праздником вас! С Днем Победы! Ура! Ну а после над Красной площадью началось представление в небе. В этом году из-за пандемии состоялась только воздушная часть парада. Но военные каждый год стараются удивить. Грандиозный воздушный парад. 20 вертолетов и 55 самолетов. Первыми по традиции идут вертолеты Ми-26, четверка Ми-8, пятерка Ми-35, аллигаторы и ночные охотники. А теперь и самолеты. Сперва большие А-50 и тройка Ил-76. Но виднелись в небе сегодня и фронтовые бомбардировщики Су-24М, модернизированные Ми-29 СМТ. Общий проход над Красной площадью 75 воздушных судов продлился ровно 5 минут. Граждане России, пилотажные группы, русские витязи и стрижи поздравляют вас с Днем Победы. А ровно в полдень на Соборной площади прошел развод пешего и конного караулов президентского полка. Это элитарное подразделение, основанное в 1936 году. Месяц назад ему исполнилось 84 года. По выправке офицеров судят обо всей российской армии. Сюда призываются лучшие, ведь право называть себя кремлевцем нужно заслужить. Пышные торжества не отменены, а перенесены. Ведь сейчас самое главное – здоровье. Прежде всего, здоровье ветеранов. А почувствовать атмосферу праздника можно и онлайн, не выходя из дома. Тамара Хшагульгова, Новости 24. С праздником 75-летия Победы всех жителей Ингушетии и, конечно, наших уважаемых ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла поздравил глава республики Махмуд Али Калиматов. Цитата. Дорогие ветераны войны и труженики тыла, уважаемые соотечественники, мы встречаем 75-й победный май. Великая Отечественная война, ставшая для всех народов нашей страны суровым испытанием, навсегда останется в памяти человечества как всемирно-исторический подвиг советского народа. Вторая мировая война, развязанная в фашистской Германии, была самой кровопролитной и жестокой в истории. За победу была заплачена неимоверно высокая цена, свыше 27 миллионов человеческих жизней. Трудные годы Великой Отечественной никогда не будут забыты. Эхо ее до сих пор не затихает в людских душах. День Победы – это святой праздник для каждого жителя нашей республики, как и для всего российского народа. Он является символом вечной славы бойцов Красной Армии и тружеников тыла, свидетельством их мужества и стойкости. Сыны и дочери нашей Ингушетии все как один встали на защиту Родины. Наши соотечественники героически сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Они достойно участвовали в защите Брестской крепости, в обороне Москвы, Ленинграда и Малгобека, в Сталинградской и Курской битвах. Признанием огромного вклада нашего народа в победу стало присвоение Малгобеку почетного звания «Город воинской славы». Более 6,5 тысяч ингушей не вернулись с фронта. Их подвиги долгие годы замалчивались, оставались безвестными. И лишь спустя десятки лет некоторым из них были присвоены звания Героя России. Мы с гордостью называем имена земляков, участников Великой Отечественной войны, прославивших свое Отечество, покрывших себя и свой народ неувидаемой славой.
Бессмертны подвиги наших героев Руслана Гудантова, Ширвани Костоева, Ахмеда Мальсагова, Мурада Аздоева и сотен других. Вечная память и благодарность тем, кто остался лежать на полях сражений. Мы навсегда будем помнить наших отцов и дедов, которые сорвали варварские планы фашистов, спасли от гибели нашу страну, принесли свободу народам Европы. Они отдали великой победе свои силы и здоровье, свою молодость и саму жизнь. Их подвиг ничем не измерить. Мы в неоплатном долгу перед нашими дорогими ветеранами и тружениками тыла, которые выстояли в борьбе с ненавистным врагом и победили. Спасибо вам за ратный подвиг и ударный труд в тылу. Честь вам и слава. Мы гордимся вами. Ваша жизнь была и остается примером того, как нужно любить свою родину. Слава о вашем подвиге будет передаваться из поколения в поколение нашим потомкам, воспитывая в них чувство высокой гордости за родину и уважения к вам, людям, сумевшим вынести на своих плечах тягчайшие испытания. Сегодня наш священный долг сохранить эти славные страницы нашей истории, успешно трудиться и созидать во благо Ингушетии и России. Мы планировали широко отметить День Победы, но жизнь несла свои коррективы в наши планы. Мы столкнулись с новым бедствием, пандемией, охватившей весь мир. Благодаря своей сплоченности наш народ с достоинством преодолевал самые тяжелые невзгоды. Вместе мы выстоим и на этот раз выдержим это испытание и станем еще крепче. От всей души поздравляю ветеранов войны, тружеников тыла и всех жителей Республики Ингушетия с юбилеем, 75-летием Великой Победы. Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия. Махмуд Али Калиматов. По поручению главы Ингушетии сотрудники Комитета по делам молодежи навестили ветеранов Великой Отечественной войны. Так как пожилые люди – главная группа риска, глава принял решение обеспечить их безопасность, но подчеркнул, что лично поздравит ветеранов по улучшению эпидемиологической обстановки в республике. Ветеранам были переданы денежные средства и подарки от главы региона в виде корзин с продуктами и угощениями, а также медали, выпущенные в честь 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России. 1418 дней и ночей продолжалась самая страшная и кровопролитная война в истории человечества. Традиционный парад по понятным причинам в этом году перенесен. Он состоится в более благоприятной эпидемиологической обстановке. Тем не менее, сегодня вместе отдаем дань уважения не вернувшимся с полей сражений солдатам и говорим спасибо за победу. Цветы у вечного огня на мемориале славы в Назране возложили военнослужащие 291-й артиллерийской бригады. Вот так с музыкой и военной атрибутикой на БТРе решили в честь 9 мая проехаться по центральной улице Назране военные 291-й артиллерийской бригады. Пока тяжелая техника медленно передвигается, приковывая взгляды окружающих, оркестр идет по парку славы к вечному огню, исполняя военный гимн. Далее минута молчания и по традиции возложение цветов у вечного огня. Таким образом, чтут память тех, кто пал в бою в годы Великой Отечественной войны и преклоняются перед теми, кто сейчас рядом с нами. А это наши ветераны, которых в республике, к сожалению, осталось всего 2 человека. И гордость, и радость, и слезы, и боль невосполнимых потерь. Все соединилось в великой победе. Сегодня каждый знает, какую цену пришлось заплатить советскому народу в той войне, унесшей почти 27 миллионов жизней. Несмотря на то, что в связи с коронавирусной эпидемией, пандемией отменили парад, нам не запрещено возложить венки, цветы, отдать дань уважения, дань памяти воинам, защитникам Отечества, погибшим во славу нашей необъятной Родины. И еще раз повторюсь, значимость данного мероприятия, данного события, оно безгранично.
Путь к победе был очень долгим – 1418 дней и ночей. А в этом году наш народ отмечает уже 75-ю годовщину победы над Германией. Правда, из-за пандемии коронавируса делается это не совсем обычным. Имена советских солдат, уроженцев Ингушетии, высечены на мемориальных плитах и накрепко вписаны в историю ингушского народа. В первую очередь хочу поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, участников тыла, которые принимали участие в Великой Отечественной войны, пожелать им здоровья, ну и, естественно, нашему народу, потому что он непосредственно участвовал в Великой Отечественной войны. То, что вот ими было сделано, рискуя своей жизнью, вот сегодня у нас мирное небо над головой, то, что мы не должны эти уроки никогда забывать, потому что вот хроника тех лет, мы видим ее, смотрим, в каких трудных условиях добывалась эта победа. С каждым годом людей, которые храбро сражались, защищая нашу общую родину, все меньше. И в наших силах сохранить для потомков память о них и их славных подвигах на фронтах Великой Отечественной. Потому подрастающее поколение сегодня чтит тех, кто еще рядом с нами, и вспоминает тех, кого унесла эта война. Мне кажется, наше поколение одно из последних, которые смогут застать ветеранов, их истории, их подвиг вживую. И мы считаем своим долгом, своей задачей передать все это будущим поколениям, запомнить их подвиг и никогда не дать никому изменить нашу историю. Мы стараемся делать все, что в наших силах, для того, чтобы не допустить этого. Помнить подвиг, который совершили наши предки. 75 лет назад была одержана победа в Великой Отечественной войне. 9 мая – день нашей гордости, нашего величия, мужества и отваги. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам этот мир, весну и жизнь. Светлана Томова, Магомед Дидигов. Новости 24. Безмятежным летним утром война расколола жизнь пополам, разрушила планы каждого. 27 миллионов человек пожертвовали своей жизни ради нашего будущего. Мы не можем и не должны забыть их подвиг. У кого-то воевали отцы, у кого-то деды и прадеды. Хроника Великой Отечественной войны в сюжете Заремы Евлоевой. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. 22 июня 1941 года. В это утро миллионы людей услышали новость, которая перевернет их жизни. Началась война. Война, которая станет самой крупной в истории мира. Все, что они любили, о чем мечтали, к чему стремились, все останется в прошлом. 34 миллиона советских мужчин отправятся на фронт, более половины из которых не вернется домой. Они не были готовы к войне, но сражаться пришлось. Они встали на защиту Родины от немецко-фашистских захватчиков. Война с каждым днем сближает нас все больше и больше. И до самого последнего дня надежда не угасает. Ведь когда-нибудь наступят времена, когда все войны закончатся, и наступят солнечные дни. Главной причиной начала ВОВ стало желание Адольфа Гитлера привести Германию к мировому господству, захватив другие страны и установив расово чистое государство. 1 сентября 1939 года Гитлер вторгся в Польшу, затем в Чехословакию, положив начало Второй мировой войне. Успехи и победы нацистской Германии заставили Гитлера нарушить заключенный 23 августа 1939 года между Германией и СССР договор о ненападении. Им была разработана специальная операция под названием «Барбаросса», которая подразумевала захват Советского Союза в короткие сроки. Советские солдаты отважно защищали родину на всех фронтах. Тысячи ингушских защитников также не вернулись домой. Грамоты о присвоении городам почетного звания «Город воинской славы». Слава покрыла не только судьбы отдельных людей, но и позволила со временем обрести почетный статус целым городам. Звание города воинской славы впервые зазвучало в 2006 году, как и сегодня, в День Победы. За 10 лет в стране появилось 40 таких отмеченных на карте городов.
Указом президента страны в первой десятке оказался и наш Малгобек. Во время Великой Отечественной он 14 раз переходил от одних сил к другим. Малгобекская оборонительная операция стала одной из крупнейших битв на Кавказе. За город нефтяников погибло более 120 тысяч советских солдат и офицеров. Дети, женщины, старики трупы собирали. Очень много улегли, но победа выиграли. Победа выиграли. Без потерь война не будет. 4 года войны, а значит 4 года боли, голода, потерь и ужаса. В Берлинской операции 1945 года, которая стала завершающей Великой Отечественной, были задействованы свыше 2,5 миллионов солдат. Потери оказались огромными. Советский народ потерял более 300 тысяч человек. Но несмотря на это, наши смогли разгромить противника и взять в плен более 500 тысяч человек. 9 мая 1945 года в Москву был доставлен акт о капитуляции фашистской Германии. А первый парад Победы на Красной площади состоялся 24 июня 1945-го. Впереди сводных полков шли командующие. Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей. День Победы был и остается одним из самых почитаемых праздников, как в России, так и в странах СНГ. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Зарема Ивлоева, Новости 24. В День Победы по всей России проходит акция «Памяти. Бессмертный полк». В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации шествия проводятся в онлайн-формате. Более 700 тысяч людей уже подключились к интернет-трансляции «Бессмертного полка» онлайн. Она проходит на официальном сайте движения и на всех страницах сообщества «Бессмертный полк России». Онлайн-шествие стартовало в 11 утра по времени Петропавловска-Камчатского. Люди не жалеют классов и лайков, их поток буквально сопровождает шествие в социальных сетях вместе с волной комментариев, в которых все пишут слова благодарности своим дедам и прадедам, защитившим нашу страну. И еще одна идея авторов онлайн-акции. Сегодня в 19:00 после традиционной минуты молчания миллионы жителей страны вышли на балконы с портретами своих близких. Это значит, герои вернулись домой. И в этот святой для всех в России день они вместе с нами. Сегодня, в День Победы, искренние слова благодарности и уважения мы выказываем как отдавшим свои жизни в годы войны героям, так и дожившим до наших дней ветеранам. Поздравления с 75-летием Победы принимают Магомед Медаров и Камбулат Гайсанов. К ним в гости наведались артисты Госфилармонии, работники администрации Назрани и волонтеры-медики. Разумеется, не с пустыми руками. Очевидцев немецко-фашистской агрессии среди нас остается все меньше, и каждая встреча с ними по-особому дорога. Вглядеться в лица, перевидавшие тяготы 4-летней битвы, и лично сказать спасибо. Из-за эпидемии в этом году посчастливится немногим. Однако этот враг не станет помехой в Великий Победный день поздравить ветеранов. Так, артисты филармонии, работники мэрии Назрани и волонтеры в ожидании появления одного из немногих носителей живой памяти о войне. Участник героической обороны Москвы, награжденный медалью за отвагу, ветеран Великой Отечественной Магомед Медаров, принимает поздравления от гостей. 75 лет назад ему еще не было 18, когда был призван в ряды Красной Армии. Об их мужестве, отваге, самоотверженности и яркой победе слагают песни, которые ежегодно звучат на праздничных концертах и парадах Победы. Правда, пандемия меняет формат. Живое исполнение сегодня звучит во дворе ветерана. Погибшие за Родину в полете, мы вечно продолжаем наш полет. Мы вовсе не тени безмолвные. Отдать дань уважения бессмертному подвигу инициаторами доброй акции стали Минкульт Ингушетии и администрация Назрани. При этом меры предосторожности при визите не нарушаются. Гости в масках и соблюдают дистанцию. Очевидцам Великой Отечественной подготовили продуктовые наборы. К этой миссии присоединились и волонтеры-медики. От себя вручают гвоздики и фруктовые корзины. Ведь в борьбе с коварным вирусом важен стойкий иммунитет, а в его укреплении
витамины не помешают. Ежегодно, традиционно мы организовываем подобные акции. К сожалению, в этом году крупные мероприятия общественные организовать не получится в связи с пандемией, но постараемся максимально сделать так, чтобы наши ветераны не остались без внимания. Следующий адресат, герой войны, защитник Малгобеков, встречает своих гостей в полном обмундировании. Камбулат Гайсанов, несмотря на свой возраст, всегда в хорошем расположении духа и держит гордую осанку. И даже в свои 98 не прочь еще раз жениться. Алихан Абадиев для ветерана исполняет песню тех суровых 40-х, которую отчетливо помнит и дедушка. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там заслон врагу поставлен прочный, там стоит отважен и силен. У границ земли дальневосточной броневой ударный батальон. Они были юными девушками и парнями, когда боролись с врагом за победу. Их обожженную молодость уже не вернуть. Но наш долг – не предавать историю и помнить их великий подвиг. Первый метик и хоть говоришь, честный, говоришь, 9 мая очень значимо не только для ветеранов, но и всех россиян. Даже если не сможем организовать яркое празднование, нельзя оставлять без внимания лица, которые самоотверженно приближали День Победы, считают представители Госфилармонии. И уверены, такие встречи способствуют приобщению подрастающего поколения к патриотическому воспитанию. В тяжелые времена года войны эти люди стояли у истоков защиты сегодняшнего дня, потому что сегодня эмоциональная сторона ветерана дает нам четкое понимание, что они сражались не только за победу, а сражались за самое настоящее завтра, чтобы наша молодежь, наши дети, наследники победы жили счастливы, никогда не знали беды войны. Великая Отечественная война занимает особое место в истории России. Герои тех событий, наши дедушки и бабушки, достойно вынесли все тяжести фронтовых будней. Отстояли победу так, что гордость за славных предков переполняет каждого жителя страны. И не простительно забывать, что наша беззаботная жизнь омыта кровью миллионов людей, оставивших свои жизни на поле боя. Отсюда и понимаешь, 9 мая носит название праздника со слезами на глазах не случайно. Диана Дударова, Магомед Дидиков. Новости 24. Малый ракетный корабль Черноморского флота «Ингушетия» с экипажем из 36 человек участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Ялте. Из-за пандемии в программу торжества были внесены некоторые изменения. В течение дня с борта корабля транслировались известные фронтовые песни, а также записи вокальных композиций в исполнении ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Напомню, что новейший корабль «Ингушетия» был включен в состав флота в конце прошлого года. Многоцелевая машина класса «Река-море» оснащена лучшими образцами артиллерийского, ракетного, зенитного и радиотехнического вооружения. За великую победу наши предки заплатили огромную цену, проявив неимоверное мужество и массовый героизм. Сохранить память о них поможет проект «Лица Победы». Его участники создали самый крупнейший банк данных фото и текстовых документов, отражающих роль каждого, кто внес свой вклад в великую победу. Стать участником проекта можно, зарегистрировавшись на портале и загрузив в электронном виде данные из семейных архивов или воспоминаний. Инициатор и оператор Всероссийского исторического проекта «Лица Победы» – Музей Победы на Поклонной горе. Тему продолжит Дана Плиева. В 2020 году исполняется 75 лет с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. Самая разрушительная кровопролитная война в истории, унесшая миллионы жизней советских граждан. Среди них и тысячи ингушских солдат, которые отдали жизни на полях сражений.
И забыть своих героев так же непростительно, как свою историю. Вот они, герои ингуши, чьи имена высечены на мемориальных плитах и стелах. Летчик Ахмед Мальсагов, Шервани Костоев, артиллерист Магомед Гирей Зядиков, разведчик Абдулла Цароев, военный врач Асият Тутаева и многие другие. Сотни тех, чей подвиг никогда не будет забыт, внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом. 18-летним юношей на фронт ушел и последний защитник Брестской крепости Умедгирей Барханоев, который погиб, мужественно защищая родину. Ингуши, прошедшие через огненные годы. Они сражались за родину и будущее своей страны, не боясь смерти и не жалея сил. Уроженец Икажева Магомед Арсаной в юности ушел на фронт. Он пережил осаду Брестской крепости и тяжелые ранения в немецком плену. Идя в колонии военнопленных, ингуш заступился за старика, которого немец ударил прикладом. Магомед не смог сдержаться и напал на фашиста, после чего получил пулю в грудь. Тогда молодому солдату удалось выжить благодаря русской бабушке, которая выходила Магомеда. Но позже он снова был ранен и уже смертельно. Похоронила его станция Луговая. Там где-то она его похоронила. Вот основатель этого музея, Мальсагов Тухан, он куда только не писал, чтобы разыскали его могилу. И никто не нашел его могилу, где она его похоронила. Ну как она могла похоронить, старушка? А потом уже и начали мы разыскивать эту бабку, и этой бабки тоже уже не было. В то время, в 1944 году, во время депортации ингушей в Казахстан, многие солдаты, выходцы из Ингушетии, вынуждены были менять свои имена, чтобы остаться и продолжить воевать за свою родину. Николай Гайтукиев, он же Зиаудин Джамалдинович, одним из первых решил во что бы то ни стало не покидать фронтовых товарищей. Мне обидно было с фронта уходить. От тех товарищей, которые со мной в окопах лежали, в открытом небе, под открытым небом мы лежали. Вот о ком мне больше душа болела. Я не мог их оставить во время войны. Они воюют, а я, как сказать, удалось мне убежать домой. Он был летчиком высочайшего класса. Рашидбек Ахриев, сын выдающегося ингушского ученого-просветителя Чаха Ахриева, первый из представителей народов Северного Кавказа, поднялся в небо за штурвалом самолета. Опытный пилот, за плечами которого десятки боевых вылетов, участвовал в 2 мировых войнах. В январе 1942 года в одном из боевых вылетов Рашидбек Ахриев героически погиб под Ленинградом. Тогда он еще во время войны, так можно сказать, был не юношей, а в возрасте человек. Вот это человек, легендарный человек, мужественный человек, ничего не боялся говорить. Вспоминая свои первые месяцы на войне, ветеран Алаудин Шадиев рассказывал о постоянной нехватке оружия, особенно для борьбы с вражеской бронетехникой. Часто с одними винтовками и связками ручных гранат они противостояли отлично вооруженным механизированным частям вермахта. Командир взвода, тот же командир, все время просил нас не подпускать, близко не подпускать, иначе автоматы и так далее, густой огонь будет отбиваться. Мы так действительно хороший огонь открыли, пошла перестрелка. Похожие и в то же время разные судьбы. Кому-то повезло выжить в тех сражениях и вернуться к семьям, поведать о тех событиях своим родным и близким. А кто-то остался лежать у незнакомого поселка на безымянной высоте. Со дня старта проекта «Лица Победы» в Краеведческий музей обратились уже десятки людей, чтобы увековечить память о них. Родственники сдают эти документы, мы их оформляем, вбиваем в программу. У нас есть специальная программа, куда вбиваются эти документы. Называется «Камец» эта программа. И до каждый документ там уходит минимум час. Нужно описание научное делать, вбивать их. А потом эту информацию мы отправляем в Москву. И также мы вбиваем их в списки наши.
Лица Победы – это миллионы фронтовиков по всей стране и за ее пределами, героически приближавшие этот невероятно важный майский день. Десятки тысяч имен и фамилий тех, кто по сути сотворил историю от Дня Победы и до наших дней. Их мужество и подвиги, проявленные во время защиты Родины, навсегда в памяти потомков. Дана Плиева, Новости 24. Также в рамках 75-летия Победы в преддверии 9 мая стартовала новая акция, которая наверняка станет доброй традицией. Движение «Окна Победы» стало очень популярным в период самоизоляции. Дети и взрослые по всей стране украшали окна своих домов символами Великой Победы – георгиевскими лентами, рисунками, красными звездами. Акция дала возможность творческим способом, не выходя из дома, почтить память погибших на войне. Ну и разместить потом все это в соцсетях под хэштегом «Окна Победы». Эти обелиски на месте подвигов былых. Пускай война уже не близко, вы все же помните о них. Вот так преобразились окна этого дома. Здесь и георгиевские ленточки, и белые голуби мира, и главный символ победы – вечный огонь. К оформлению окон Ясмина Балаева подошла ответственно. Ее прадедушка, как и многие другие сыны ингушского народа, отправился в далеком 41-м сражаться за мирное небо над головой. Наш долг – помнить тех, кто был в боях и не дожил до сегодняшнего дня. Мы перед ними в неоплатном долгу. Всего в течение 2020 года прошло более 100 ключевых мероприятий Года памяти и славы, а их основная задача – связать события прошлого с настоящим, донести ключевые ценности Победы и сохранить общую историческую память. А благодаря такой акции, как «Окна Победы», сделать это можно просто и не выходя из дома. Для этого необходимо украсить окна своих домов рисунками о Победе. Этот день Победы пороха пропах. Это праздник с сединою на висках. Присоединиться к флешмобу решили в Доме культуры и зрения мужичи. Оформили актовый зал, украсили окна Победы. А рядом с праздничной атрибутикой портреты героев Великой Отечественной войны. Помнят и чтут здесь имя славного героя Султана Богатырева. В 1940 году он был призван на срочную службу в ряды советской армии, а ровно через год начались кровопролитные события. شو هي ديار مديسة كداخة يأتوا خمديس بوش بعد اليوم سيجرسون حياك أسكت. В стороне не остался и Дом культуры селения Нестеровское, где познакомиться своим творчеством и выразить дань памяти ветеранам решили воспитанники кружков и работники ДК. Именно наши сельчане, нестеровцы, более 300 человек ушли на войну. Многие из них не вернулись. К большому сожалению, ветеранов уже в живых у нас не осталось. Но тем не менее мы должны помнить, чтить и уважать память, чтобы это не повторилось больше никогда. Осану этого года щал, и когда все горело огне, его ангел кругом кружил. Словно маленький ангелочек от всего сердца и с чистой душой посвящает эти строчки стихотворения 4-летний Аслан своему прадедушке, которого ни разу не видел, но знает по рассказам старших. Георгиевские ленточки, цветы, белые голуби и звезды. Вместе со своей старшей сестрой они украсили окна символами Победы. Я ни разу не видела прадеда, и меня он не видел, не знал. Но со мной на параде Победы он в бессмертном полку прошагал. Еще одна история, еще один герой. Для Евлоевых режим самоизоляции стал отличным поводом украсить свой дом символами Победы. О том, что у этой семьи есть свой герой, теперь видно издалека. Фотографии ветеранов, удостоверения и медали участников войны. Идрис Ханиев каждый год носил портрет своего деда, участника Великой Отечественной войны в шествии Бессмертного полка. Его дедушка, кстати, мальчика назвали в его честь, Ханиев Идрис Магометович, как многие миллионы советских людей, в 1941 году встал на защиту нашей Родины. После окончания артиллерийских курсов его отправили на фронт. И каждый раз, идя в бой, участник войны вспоминал своих близких, и это придавало ему силы. Много было историй из военной жизни. Дед не очень любил говорить о страшных боях. Наверняка их было немало.
Мой дед Ханиев Идрис Магомедович был награжден орденом Отечественной войны и медалью за отвагу и другими наградами. Добрую память о своем дедушке участники войны хранят в семье Бекбузаровых. Пара последних штрихов, чтобы подвести овал лица, контур глаз. И вот портрет любимого дедушки уже готов. А еще голуби мира, георгиевские ленточки, наклейки с 75-летием Победы и несколько фотографий, как память об отважном 17-летнем юноше, участвовавшем в далеких 40-х в Малгобекской оборонительной операции. Не стало Тагира Бекбузарова 3 года назад. Когда я был маленький, он все больше мне уделял времени свое. Со мной играл, со мной гулял он по парку. Все детство у меня с ним прошло. Рядом с ним. Часто вспоминает супруга Шарихан Бекбузарова. Вместе они воспитали 8 детей. Внуки украсили окно несколькими фотографиями из разных периодов жизни ветерана. Но супруге больше всех нравится портрет внучки. Он сразу напоминает ей, каким он был. Высокий, симпатичный, вот такой, как есть, такой же и был. Грамотный был. В преддверии 75-летия Победы администрация Магаса провела несколько акций. Раздала людям и символы Победы, георгиевские ленты. А несколько дней назад российский триколор украсил многие дома и учреждения столицы в рамках акции «Флаги России». Основная цель этой акции это была направлена именно на то, чтобы каждый гражданин, конечно же, помнил, что 9 мая для нас особенный день, для нашего народа, для всей России. И, соответственно, триколор это является символом данной победы. Акция «Окна Победы» обещает стать доброй традицией. Это память о наших дедах и прадедах, которые невероятной ценой добыли для нас победу. Хава Султыгова, Хава Гагиева, Дана Плиева. Новости 24. Одной из крупнейших битв на Кавказе стала Малгобекская оборонительная операция. За город нефтяников погибло более 120 тысяч советских солдат и офицеров. Во время Великой Отечественной войны Малгобек 14 раз переходил от одних сил к другим, но так и не сдался врагу, за что указом президента страны в 2006 году заслужил звание «Город воинской славы». Нефтяников Малгобек получил известность в 1933 году, когда здесь нашли богатые запасы нефти. Незадолго до войны нефтяники Малгобека завоевали звание лучшей конторы бурения Советского Союза и наряду с Баку стал главной нефтяной базой Советского Союза. В 1941 году Малгобек выполнил план по добыче нефти для нужд фронта на 175%. За этот трудовой подвиг советское правительство наградило местных нефтяников орденом Ленина, а летом 1942 года немецкие войска вышли к Тереку. До Малгобека оставались считанные километры, и германский генерал фон Клейст, имея пятикратное превосходство в танках, планировал в течение нескольких дней взять под контроль все нефтеносные районы Чечено-Ингушетии. В таких обстоятельствах советская власть могла рассчитывать только на патриотизм и самопожертвование народов, сплотившихся на защиту Родины. Командование приказало заполнить нефтью оросительные каналы. При крайней необходимости их нужно было поджечь. Оборонительные укрепления возводились вручную усилиями женщин, детей и стариков. Мы все время помогали солдатам, рыли окопы, приносили еду. Тогда все жили тяжело, но помочь защитникам для нас было самым главным. Молоко, сыр, хлеб, все, что было, вносили солдатам. Очень уважали их. Уничтожить нефтяные скважины. Такой приказ получили от командования защитники Малгобека. Приказ выполнен, но втайне от начальства солдаты оставили одну действующую скважину для себя и назвали ее партизанской. В конце сентября немцы бросили на Малгобекское направление танковую дивизию СС «Викинг», надеясь прорвать нашу оборону и выйти к Грозному. В результате ожесточенных боев терских ребят был буквально усеян телами павших бойцов. День немец наступает, а ночь мы наступаем. Отбиваем вот эти все атаки. Атака за атакой. Танки идут, пехота идет цепями. Отбиваем. Самолеты нас бомбят. Представители разных национальностей, конфессий и профессий сражались бок о бок за родину. В битве за Кавказ и, в частности, в обороне Малгобека участвовал впоследствии выдающийся актер Владимир Этуш. Но для многих защитников Кавказа Малгобекский рубеж так и остался последним в жизни. В боях за город нефтяников погибло более 120 тысяч советских солдат и офицеров. По разным данным, Малгобек переходил из рук в руки 14 раз.
Благодаря героизму и мужеству славных защитников Малгобека наступительный дух гитлеровцев был навсегда похоронен на подступах к Кавказскому хребту. Подвиг защитников города достоин того, чтобы о нем помнили вечно. Зелимхан Калоев, Новости 24. Малгобекская оборонительная операция вписала немало ярчайших страниц в военную историю нашей страны. Одна из них связана с ночными ведьмами. Именно так прозвали фашисты вчерашних школьниц и студенток 17-20 лет. Девушки, служившие в авиационном подразделении, наводили ужас на вражеские войска. Полк, сформированный советской летчицей Мариной Росковой, принимал участие в обороне Малгобека. Об отважных защитницах Родины сюжет Тамары Хашагульговой. Раскова Марина, основатель вот этого женского полка. Она была под ее личным руководством, этот полк был сформирован. До октября 1941 года военная история не знала ни одного авиационного полка, состоящего целиком из женщин. Их набирали со всего Союза. Несколько месяцев усиленных тренировок, и вот уже в мае 42-го 115 девчонок, младшие из которых не было и 18, отправили свои первые боевые вылеты. Сначала были сражения на Дону, а уже осенью им предстояло одно из ключевых сражений – битва за Кавказ. Они воевали с сентября 1942 года и до окончания Малгобекской оборонительной операции, до 3 января 1943 года, 4 месяца они воевали здесь, они дислоцировались здесь, у них база была в Невстеровке, база еще одна была в Троицком и в Слепцовске, кажется. Вот 3 базы у них были, они оттуда уже прилетали сюда, сбрасывали бомбы и улетали обратно. Очень быстро женский авиационный полк стали ставить в пример мужчинам-авиаторам, ведь по количеству боевых вылетов они могли обогнать кого угодно. В одном полку насчитывалось порядка 23 героев Советского Союза. Немцы вообще называли их ночными ведьмами. За каждую сбитую ведьму солдат получал крест, но подбить ночью тихоходный кукурузник было трудно даже асам Люфтваффе. Они выключали моторы. Девочки выключали моторы перед тем, как сбросить бомбы. Близко уже подлетали к цели, сбрасывали свой весь бомбовый груз, включали обратно моторы и улетали. И вот когда вот самолет с выключенным мотором, когда он летит на цель, вот этот шум ветра, который создают вот под крыльями, вот ветер вьется, создается вот этот шум, он был похож на шелест такой метлы, поэтому их называли ночными ведьмами. Абсолютно не предназначенные для войны самолеты У-2 и ПО-2, но девушки умудрялись совершить на них до 8-9 вылетов, а зимой и того больше. Это при том, что в кукурузниках не было даже бомболюков, как у истребителей. До 3 тонн металла, начиненного взрывчаткой, именно столько в общей сложности умудрялась подвесить одна летчица за ночь. Сербова Ирина, она рекордсмен по вылетам. Больше всех вылетов было у нее. У нее 1004 ночных вылета. То есть просто даже вот представить себе 1004 ночных вылета. Это когда по тебе вот работают зенитки, каждый день обстреливают тебя. И 1004 раза вылететь с этим бомбовым грузом, чтобы скинуть и обратно вернуться. То есть рекордсмен. За 4 года ожесточенных боев 46-й гвардейский женский Таманский полк потерял около 30 человек. О каждой летчице известно доподлинно, где и как она похоронена. В этом полку нет ни одного без вести пропавшего. То есть все летчицы, несмотря на то, что они гибли, падали далеко за линией фронта, но тем не менее на сегодняшний день известно каждая, как из них умерла, где похоронена, потому что в 1946 году комиссар этого полка, она на деньги, собранные вот всем полком, она объездила все места, все боевые места, где гибли летчицы, находила могилы каждой летчицы. У войны не женское лицо, но, видимо, это не про Великую Отечественную. Женщины гибли не чаще и не реже мужчин, которые, как ни старались, но не могли помешать тому, чтобы хрупкие девушки сжимали приклад винтовки или штурвал самолета. Дань уважения к участникам войны сегодня выказывают все, от мала до велика. В стороне не остался и поисковый отряд «Малгобек». Поисковики приняли участие во всероссийских акциях и республиканских эстафетах во знаменование 75-летия Великой Победы. Подробности в сюжете Дианы Дударовой.
В этом году 9 мая планировали отметить с особым размахом, ведь со дня Великой Победы прошло ровно 75 лет. На празднование юбилея ряд мероприятий был предусмотрен и у поискового отряда «Малгобек». Правда, эпидемическая ситуация не позволила реализовать все планы. Поисковый отряд «Малгобек» и региональное отделение поискового движения России в Республике Ингушетия поздравляет вас с праздником Великой Победы и желает вам крепкого здоровья, семейного счастья и мирного неба. Переход на режим самоизоляции внес корректировки в деятельность поискового отряда. Так пришлось отменить разведывательные работы на территории Терского хребта, которые проводились в рамках вахты памяти. Экспедиции должны были начаться в апреле и продолжаться до конца года. Однако злосчастный вирус не помешает провести ежегодные акции, приуроченные ко Дню Победы, заявили волонтеры. Ребята создали комнату памяти и славы, в которой отряд организовал выставку поднятых им артефактов. 23 апреля поисковый отряд также активно включился, в торжественную открытую вахту памяти, которая прошла в Москве, но в режиме онлайн. Фасад комнаты памяти и славы ребята использовали для участия в общероссийской акции «Бессмертный полк» и разместили на нем портреты воинов, память о которых была восстановлена благодаря деятельности отряда. А окна комнаты славы приняли участие в эстафете «Окно Победы». И это не весь список проведенных акций поисковиками. Также мы участвуем, в «Георгиевская лента». Акция непосредственно тоже проводим, сидя дома в режиме онлайн. И, где-то в мае, в конце мая планируем обязательно, если ситуация изменится, обязательно высадить дерево солдата. Это акция, которая непосредственно проводится на местах, где непосредственно есть захоронение. И там мы будем сажать плодовые деревья. Саженцы к этому мероприятию уже закуплены. Также 1 мая поисковики подключились к общероссийской акции «Небо Родины». В рамках нее ведется поиск информации о летчиках и самолетах, принимавших участие в воздушных боях над Малгобеком. Работы у отряда более чем достаточно, ведь в период Великой войны на территории Ингушетии было сбито более 15 самолетов. Судьба 4 экипажей уже известна. С мая месяца, как мы начали работать в этом проекте, мы уже установили судьбу 4 летчиков и 4 самолетов, которые непосредственно были избиты на территории нынешней республики Ингушетия. Также волонтеры проводят большой объем работы по поиску без вести пропавших солдат. 3 декабря прошлого года отрядом открыта общественная приемная. Принято уже более 50 заявлений от родственников. Судьба 9 из них стала известной благодаря архивной работе поисковиков в режиме самоизоляции. И эта благотворительная деятельность продолжается. Поисковый отряд «Малгобек» считает основой своей работы не только поиск без вести пропавших защитников Отечества, но и патриотическое воспитание молодежи. Диана Дударова, Новости 24. Первые дни Великой Отечественной войны стали началом военной карьеры Абдулы Цароева. Он проявил особое мужество в борьбе с немецкими захватчиками, пускал под откос составы с боевой техникой, взрывал склады с горючим и минировал дороги. В Краеведческом музее республики собрано много фактов из жизни этого удивительного солдата. Очень его бережем, дорожим им. Вот это, конечно, история уже. Китель с многочисленными наградами – семейная реликвия, которую решили передавать по наследству в память о боевой славе деда, известного партизана, разведчика Абдулы Цароева. Он родился в день смерти своего отца, 18 августа 1919 года. Тяжело раненый герой гражданской войны Дуду Цароев наказал родственникам, если родится сын, назвать его Абдулой. Окончив школу, Абдулла уезжает в Москву, где поступает в театральное училище, но уже на 2-м курсе понимает, что это не его, и подает документы в Белорусское военное училище. Наверное, это потому, что все-таки разведка – это такая специфичная сфера деятельности, где все засекречено, где информации очень мало. И даже по сей день, вот насколько мы знаем, в архивах КГБ, ныне ФСБ, эта информация, которая хранится, она до сих пор засекречена, то есть ее нет в таком общем доступе. Но со временем, я думаю, эти архивы рассекретят, и у нас будет какой-то доступ, мы что-то новое узнаем.
В 1941 году в нескольких километрах от Бреста командир роты лейтенант Абдулла Цароев прошел первое боевое крещение. Служил в войсках НКВД, которые в первые дни войны прикрывали отход советских войск от границы. Из своего подразделения разведчик Володя, так Абдуллу называли сослуживцы, создал партизанский отряд, который успешно действовал в немецком тылу. Этот худенький, тоненький Володя, как мы его называли, Абдул Цароев, идет сначала в поисках лагеря 10, 15, 20 километров, находит это место, отмечает как-то, чтобы найти снова, возвращается тут же в отряд, но времени на отдых почти нет, и через час-полтора он снова ведет по этой дороге наш отряд. Вот он делал по 30, по 40 километров в сутки. И все выдерживал. Отважный партизан Абдулла Цароев уничтожал гитлеровцев, пускал под откос составы с боевой техникой, взрывал склады с горючим и минировал дороги. Подвиги разведчика были отмечены орденом Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалью за оборону Москвы и медалью партизану Отечественной войны 1-й степени. Но только одна награда в столь большом послужном списке была ветерану особенно дорога. Партизан Отечественной войны, как вот у них партизанское движение было, и вот больше всего он на нее почему-то акцентировал внимание. А так, конечно, из наград вот стоит отметить 2 ордена Красной Звезды, которые он дважды получил, если я не ошибаюсь, в 1941 и 1943 году. Дважды его представляли и награждали орденом Красной Звезды. Но их много здесь, этих всех орденов. Вот у нас в архиве есть и удостоверение к ним, ко всем этим наградам, и даты, когда они получены. В общем-то, вот этот архив, который остался, мы его храним как можем. В Краеведческом музее имени Тугана Мальсагова бережно хранят память об известном партизане, который навсегда прославил весь ингушский народ. Один из самых важных экспонатов, как признаются сотрудники музея, его личная винтовка. А центральное место в экспозиции «Защитники Москвы» занимает книга «Сильные духом». Там рассказывается, как в 1942 году в районе станции Толстый лес Абдулла встречал самолет, на котором прилетел разведчик Николай Кузнецов, вошедший в историю войны под псевдонимом Пауль Зиберт. Для своего соратника Николая Кузнецова молодой разведчик Володя сумел достать жетон, который открыл для него двери оккупационной администрации. И благодаря этому жетону, одевая и он сам, и наши разведчики уходили далеко вглубь тыл врага и доставали ценную информацию о передвижении их войск, передвижении их техники военной, куда, что они направляют для захвата нашей страны. Его сердце было переполнено любовью к родине. Он был одним из тех, кто никогда не отступал назад и смело шел к своей цели. Храбрый, сильный и мужественный разведчик, человек-легенда Абдулла Цароев. Именно таким он остался в памяти тех, кто был знаком с ним лично. Когда его привезли, говорит, на носилках в отряд принесли раненого, у него был осколок в позвоночнике. И этот врач вспоминает, у меня, говорит, была последняя ампула обезболивающего. И когда, говорит, я ее достал, я, говорит, ее берег для очень такого случая экстраординарного. Вот, говорит, этот случай настал, я, говорит, достал эту ампулу. Он, говорит, улыбнулся своей застенчивой улыбкой и сказал, говорит, нет, доктор, не надо, делайте так операцию. Я, говорит, ему делал операцию несколько часов на живую, без анестезии. Как напоминание потомкам, в память о легендарном партизане и разведчике назван Ингушский горский кадетский корпус. Тамара Хшагульгова, Новости 24. Защитникам Родины посвящают стихи, про них слагают песни и в честь них возводят памятники. Они служат напоминанием о подвигах героев. Символы благодарности погибшим в Великой Отечественной войне есть практически во всех городах региона. Магаз, Назрань, Карабулак и, конечно же, Малгобек. В городе воинской славы возведено несколько монументов над солдатскими захоронениями. А в Насыркорте мемориал памяти и славы буквально погружает в историю. О местах боевой славы репортаж Зелимхана Калоева. Последний защитник Брестской крепости, один из самых крупных и значимых на мемориале памятник, воздвигли еще в 2012 году. У Матгирей Барханоев на фоне разрушенной крепостной стены, на которой высечены 90 имен уроженцев Ингушетии, защищавших крепость до последнего. Даже когда он вышел, почти ослепший, и вышел из подвала казематов, он не хотел сдаваться в плен. Он знал, что в плену его будут обращаться с ним. Он знал, как будет обращаться, поэтому он решил застрелиться
при всех показать, что он не боится немцев и не хочет сдаваться в плен. Мемориал памяти и славы пополнился десятком новых экспонатов. Танк Т-80, боевая машина пехоты, бронетранспортер и пушка. Военные экспонаты доставили в Ингушетию из Костромской области и разместили в южной части мемориального комплекса. Пока горит огонь, вечна и память. Воины-афганцы, труженики тыла, родные и близкие участников Великой Отечественной войны. Каждый год сюда приходили сотни людей. Пришли бы и в этом, если бы не пандемия. В Назрани ярким свидетельством и напоминанием потомкам служат обелиски и имена героев, высеченные на плитах. На мемориале памяти участников Великой Отечественной войны всегда собираются потомки солдат 40-х и сами ветераны. Отдать дань памяти и уважения товарищам, которым не посчастливилось увидеть эти дни. Праздник со слезами на глазах вместе с радостью вызывает у ветеранов грусть. В этом году из-за коронавируса им впервые пришлось пропустить этот день. 300 имен, высеченных на памятной колоннаде, хранят историю в Карабулаке, каждый свою, о том, как шли под автоматными очередями, прорывались, когда оказалось шансов уже нет, не думая о себе, спасали товарищей. Герои Советского Союза, воины фронта и труженики тыла. Своим мужеством они принесли победу. А вот Малгобекская земля, обильно политая кровью ее героических защитников, священна для каждого, в ком жива память о войне. Здесь ковалась победа нашей страны над гитлеровской Германией. В послевоенные годы на этой земле выросли многочисленные монументы и запылал вечный огонь на братских могилах героев. Поднялись скорбные памятники над именными и безымянными солдатскими могилами. Один такой памятник стоит у обочины дороги, что ведет от селения Вознесеновское на Малгобек. На металлической пластинке слова: «Погиб за родину разведчик, партизан Мартвинов». Кто же он был? Какой же подвиг совершил он, что благородные малгобекчане воздвигли в честь него памятник? А он, оказался, был самым обыкновенным мальчиком, как и все его сверстники, ходил в школу, но пришел час, когда и ему пришлось встать на защиту Родины. Тогда шустрого пацана и заметил командир отряда партизан. Доставленные Володей сведения оказались очень ценными и точными. После этого он еще трижды переходил линию фронта. Однажды, возвращаясь с задания, он был замечен вражеским часовым и сражен пулеметной очередью. Володя погиб, так и не дожив до своего 15-летия. 15 октября 1942 года его тело нашли спустя 2 месяца. На месте его смерти и воздвигли этот памятник. В 300 метрах на возвышенности стоит стела, посвященная бойцам 337-й стрелковой дивизии. Именно на этом месте проходила линия их обороны. Они защищали важный участок, вот эту часть, центральную часть Малгобека, потом дальше вот до Кирпичного, вот дальше до Кирпичного завода. Значит, это вот именно линия обороны, где вот защищала именно, значит, 337-я стрелковая дивизия. Знаменитый танк ИС-3 сейчас, спустя несколько десятилетий, стоит на страже Малгобека и всего Кавказа. Место для памятника защитникам города выбрано не случайно, как напоминание всем, кто въезжает в Малгобек, о воинской славе самоотверженных солдат. Особую гордость жители испытывают, посещая музей, мемориал трудовой и боевой славы. Многочисленные экспонаты, выставленные здесь, свидетельствуют о тех днях как никогда громко. Экспозиции, если вот полностью представить все экспозиции, наверное, вот в любой из этой экспозиции нам бы удалось, наверное, даже заполнить всю эту комнату. До того много материала, а выставить хочется все, и не получается, поэтому мы так понемножку взяли из всего. Вот здесь у нас есть и оборона Кавказа, и наши ветераны, танкисты, которые здесь воевали, особенно 52-я танковая бригада. После войны участники дивизии часто приезжали на места сражений и встречались с однополчанами. Фотографии с тех встреч можно увидеть в музее-мемориале Малгобека. В память о погибших однополчане и решили создать памятник. Терский хребет состоит из возвышенностей, которые в военное время называли высотами и присваивали им имена. На высоте гранитной среди сирени стоит над братской могилой обелиск, где покоятся солдаты, защищавшие Малгобек. Здесь захоронены воины 337-й стрелковой дивизии, 417-й стрелковой дивизии, 5-й гвардейской танковой бригады, 62-й морской бригады, то есть различных воинских соединений. Безмолвные свидетели военных лет сохранились и в музее школы номер 6. Немцы захватили ее и превратили в крепость. Выгодное расположение школы на возвышенности давало противнику немалое преимущество. Для них был хороший обзор, потому что все 4 стороны видны были как на ладони. Наши войска находились в низменности.
Терского хребта. На высокой горе находились немцы. На первом этаже нашей школы находилась конюшня. На втором этаже было как и отдых, и обстреливают солдат по нашим войскам. А третий этаж был для генералов и для офицеров. На самой высокой сопке Малгобека высится обелиск в честь буровой номер 13 первооткрывательницы Малгобекской нефти. Его воздвигли в августе 1958 года. А через 5 лет неподалеку взметнулся ввысь новый обелиск на братском захоронении Александра Ткешелашвили и его боевых друзей. Из более поздних памятников в Малгобеке бюст советскому офицеру Алексею Бересту. Он был среди тех, кто водружал знамя победы над зданием Рейхстага. Внушительный список имен выбит на мраморных плитах братской могилы у музея мемориала боевой и трудовой славы, где, кстати, нашел покой и Володя Мордвинов. Зелимхан Калоев, Новости 24. В рамках 75-летия Победы администрация города Сунжа оказала продовольственную помощь ветеранам, проживающим в Магадане. 10 ветеранам вручили продовольственные и фруктовые корзины, пожелали здоровья, благополучия и выразили благодарность за их самоотверженность и смелость в те далекие годы войны. Этот жест доброй воли стал ответным шагом за оказанную недавно продуктовую помощь от наших соотечественников из Магадана в этот священный месяц. Более 350 семей пригородного района также получили продуктовые наборы. В регионе продолжается благотворительная акция «Мехксах». К ней присоединяются меценаты, предприниматели и неравнодушные жители. На этот раз помощь оказана нуждающимся жителям селений Майское, Северный и Новый. Подробности в сюжете. Милостыня является одним из важнейших методов поклонения Всевышнему. Именно таких принципов придерживались активисты благотворительного мероприятия «Мехксах». В рамках республиканской благотворительной акции, инициированной главой региона Махмуд Али Калиматовым, адресную помощь в виде продуктов питания получили жители пригородного района, сельских поселений Майское, Северное и Новый. В условиях кризиса из-за пандемии коронавируса подобная помощь становится большим подспорьем для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. После операции помощь уделять администрации, администрация, Наборы продуктов питания, полтонны пельменей и почти столько же колбасы, произведенных на предприятии «Умка», были распределены между 350 семей наиболее остро нуждающихся в социальной помощи. Но эта акция не носит разовый характер, а системно реализуется по всей республике, в том числе на территории пригородного района. По мере возможности мы и дальше будем помогать. И непосредственно своим рабочим мы тоже оказали уже в первые же дни от начала этой пандемии, мы оказали и финансовую помощь, и оказали и помощь продуктами питания. Большинство нуждающихся семей попросту не смогли сами забрать продукты. Для этих целей, несмотря на выходные дни, были привлечены дополнительные ресурсы. Списки получателей адресной социальной помощи были составлены муниципальными властями и имамами мечетей населенных пунктов. Эти люди, многие, стоят на учете. У нас есть список. Я покажу эти списки. Любому. У нас уже где-то около 300 с лишним семей мы дали уже гуманитарную помощь. Теперь у нас где-то около 350 семей сегодня мы хотим охватить. Проведение подобных акций получило всестороннюю поддержку. Помощь наименее социально защищенной категории населения – это главная цель благотворительного проекта «Мехксах». Для кого-то сегодняшняя помощь оказалась сюрпризом, а некоторые уже привыкли к тому, что их не оставляют без внимания. Харун Аздоев, Джамалел Тамасханов, Новости 24. Сотни тысяч людей по всей стране приняли участие в светлой акции под названием «Фонарики Победы». Жители разных городов и сел вышли на балконы с портретами своих родственников, которые воевали за свободу и мирное будущее поколений, и зажгли фонари в память о героях Отечества. Участие во всероссийской акции приняли и жители города воинской славы Малгобека. Репортаж Микаила Тангиева.
Дом 29 по улице Асканова в Малгобеке. Жители дружно вышли на балкон, чтобы зажечь фонарики Победы и тем самым отдать дань памяти предкам, мужественно защищавшим родину от немецких захватчиков. В руках каждого из них не просто портрет родственника, героя войны, а часть истории этой великой победы. Это портрет участника и гражданской войны, участника Великой Отечественной войны, это Гантемирова Казимула. Это известная личность была не только в нашей республике, и на всем Северном Кавказе. В 1943 году он был награжден медалью за отвагу, но из-за своего возраста с Краснодара они были отправлены домой. Хадишат Баркинхоева бережно держит в руках портрет своего мужа Исраила Бокова. Бабушка вспоминает, как в 18 лет его призвали в армию, и уже на 10-й день началась война. В ходе кровопролитных боев Исраил был ранен под Киевом, после попал в военный госпиталь. А генерал Швейцария после ранения Давида. Ну, таки форда да их капуш, генерал атаяка. С генерал варвеж ходил, цеглазерляться, барбиш таки хапцуш бесаврис. Табаха нас диверс, ищера хамбарцы бульдивер. Кончался он в 91 году, похоронен в Карабулаке. Принять участие в этой светлой акции смог каждый, причем не нарушая режим самоизоляции. Светили около 10 минут, чтобы соседи в других домах успели зажечь свои фонарики Победы. Все желающие включали фонарик на телефоне или другие светящиеся предметы в память о тех, кто ценой жизни бился с врагом на полях сражений. Больше 21 тысяч уроженцев нашей республики ушли на фронт. И 6,5 тысяч остались на полях сражения, не вернулись домой. Мы провели очень много акций, и «Окна Победы», и «Песня Победы». И сегодня вот у нас «Фонарик Победы», акция. Мы эти акции проводим, как бы отдавая дань памяти тем героям, которые положили свою жизнь на полях сражений для нашей свободы. Цель акции «Фонарики Победы» – почувствовать и продемонстрировать общее единение. Мы не можем выйти на улицу с бессмертным полком, но мы можем одновременно зажечь свет нашей памяти и нашей благодарности тем, кто подарил нам этот день – День Великой Победы. «Фонарик Победы» – это акция, которая подталкивает нас, чтобы мы не забыли о тех погибших во время Великой Отечественной войны, наших соотечественников, которые в то время отдали свою жизнь, отдали свою молодость ради нашего будущего. Свет от этих фонариков словно символ салюта победы над фашизмом и нацизмом. Фотографии участников акции, ваших соседей, друзей и просто знакомых можно будет разместить в социальных сетях с хэштегами «Фонарики Победы», «Никто не забыт, ничто не забыто» и «Великая Победа». Михаил Тангиев, Магомед Шаухалов, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь дома и на канале Ингушетия.